Вот как по версии обвинения начинался сам конфликт. В 23:33 в магазин Камажай вошел несовершеннолетний сын Нурумова Шерзат Полат. В магазине он поставил телефон на зарядку и смотрел что-то на нем. Далее в 23:47 Аскинтай вошел в магазин и попросил Нурумова поставить свой телефон на зарядку. Нурумов подключил телефон к зарядному устройству на кассе. После этого Аскинтай вышел на улицу и стоял перед магазином. Все происходящее видел несовершеннолетний Полат. Вскоре он вышел на улицу и начал наблюдать за действиями Аскинтая. В этот момент Аскинтай зашел в магазин, забрал телефон, вышел на улицу и продолжил пить пиво. В это время в 23:52 несовершеннолетний Полат подумал, что Аскинтай оскорбил его отца. Подросток дважды ударил Аскинтая в область правого глаза. Произошедшее увидел из магазина Нурумов. Он сразу вышел на улицу, сделал замечание сыну, принес воду из магазина и помог Аскинтаю промыть рану. Он извинился перед Аскинтаем за поведение своего сына и сказал, что компенсирует вред, причиненный здоровью. Но Аскинтай не принял во внимание извинения Нурумова. Чтобы решить проблему, он позвал к магазину своего знакомого Тохтаубаева Нурбола. В состоянии алкогольного опьянения с целью совершить преступление с особой жестокостью они вернулись в магазин Камажай. Они осознавали, что их действия незаконны. Шанасел заведомо знал, что Полат несовершеннолетний, и все равно решил воплотить в жизнь свой преступный умысел. Несмотря на то, что на месте находился отец подростка Нурумов, мама Бишимбиева, которая приехала на такси, и бабушка Кадырова, Шанасел воткнул нож в Полата, в жизненно важный орган, в область сердца. Он знал, что его действия противоправны. Мама Шерзата видела, что ее сын сидит на асфальте. Она направилась к нему, но ее путь преградили Ильясов и Шанасел. Они схватили Бишимбиеву за руки и не отпускали. После этого Гаибаев услышал слова племянника: «Нурганат ага, в меня что-то воткнули». Он подбежал к Полату, увидел ранение с левой стороны в области сердца. Гаибаев просил вызвать скорую и начал кричать: «Скорую, скорую!». Далее заранее организованная группировка Аскинтай, Тухтаубаев, Бельгужаев, Ильясов, Сакиев, Шанасел направились к Полату и Гаибаеву. В этот момент Бишимбиева подбежала к своему сыну, обняла его. Бельгужаев пнул ногой по голове Полата. Также он ударил по голове Шерзата рукояткой ножа, который принес с собой. А Ильясов подобрал с земли охотничье ружье 16-го калибра и ударил стволом по голове Полата.